Добрый день, дорогие друзья! С вами Аил Джилурга. У меня сегодня в гостях Любовь Даниловна Киприянова, ветеран экологического движения, человек, профессионально отдавший сфере охраны природы более 50 лет. Ну так получается. Да. Любовь Даниловна, большое спасибо, что пришли ко мне в гости. Первый вопрос, это, значит, вы родились в послевоенное время в селе Качекадцы. Вот я бы хотел узнать, как это было ваше детство, как оно проходило и что повлияло вот на то, что вы стали действительно человеком, который действительно отдал практически всю свою жизнь охране нашей природы. Ну, я родилась в послевоенное время, это 1948 год, 12 мая. И в деревне Качекадцы, в общем-то, на той стороне реки Лены. По тем временам та сторона реки Лены была очень богата флорой, фауной. Природа была вообще уникальная. Там имеется источник Булус, озеро Эбе, вот, под нашей деревней, река Ботома. В общем-то, мой отец и мои предки оттуда. И мы часто туда летом ездили, и там купались, отдыхали, собирали ягоды. Поэтому все детство прошло в тесном таком общении с природой. И что самое интересное, в общем-то, я с детства никогда не рвала цветы. Мне было жалко что-то вот рвать цветы как-то так. Ты что, прямо с самого детства? А когда ребята вот так вот рвали, в общем, я в 5 классе училась, как-то поехали мы в поход, и ребята начали рвать в большом количестве подснежники. Мне было жалко, я говорю, не рвите вот так вот, вы же их выбросите, они же умрут потом, пусть растут. Ну вот так вот у меня вот как-то на генном уровне уже, видимо, было заложено, потому что отец всегда был тесно связан с природой и дал первые уроки, как вот относиться к природе. Природа живая, в природе все вот это вот есть взаимосвязано. А моя мать была, значит, ну как бы сказать, работала в колхозе, тоже огородницей была. И вот она отлично знала по голосам всех птиц. Да. Вот сейчас я редко таких людей встречаю, да. И уток, и воробьиных мелких птиц, и хищных по голосам определяла. Она была очень наблюдательная, значит, да? Нет, я в зрелом возрасте, когда была маленькая, я этому не придавала значения. Хотя она как-то пыталась меня, в общем, так вот это говорила, так вот. А мне в одну влетало, в другое вылетало, как бы, да. О чем я теперь как-то, в общем-то, жалею, надо было не учиться. И вот в зрелом возрасте я спросила, ты откуда все это знаешь? Она очень хорошо знала травы лечебные, часто применяла это сама, и нас, в общем-то, как-то подлечивала. И она родилась же до революции, в 12 году родилась, в 1912 году. А в роду у них, значит, был шаман, его родной брат. И было решено, чтобы ее подучить тоже этому ремеслу. И ее отдали, значит, на учение там местному шаману, для того, чтобы она имела какие-то навыки. А оказывается, учили не с того, что там бить бубен, да, допустим, сразу, а учили различать природу. То есть какие птицы, какие голоса, что это означает, вот, к чему они, вот, к каким вот тотемам относятся, что вот эта птица в своей жизни вот, для народа имеет значение, все такое. Вот поэтому она вот усвоила, и, в общем-то, ее натаскивали практически до 12 лет. Ух ты! Ну, потом это революция, гражданская война, все это, в общем-то, утухло. А брата перед войной посадили. Как, в общем-то, он практиковал, видимо. Боролись с этим же, да? Да, боролись, и брата родного посадили. Вот, и он оттуда не вернулся, в общем-то. Вот такая вот история. Ну, а если коснуться истории со стороны отца, он был председателем колхоза «Труд», потом колхоза имени Сталина. А до этого, в 1928 году на Ботоме, он организовал товарищество Ботома, называется.
который потом стал колхозом Ботома, потом он воссоединился в Кочекацах и стал колхозом «Труд». И он был бессменным председателем колхоза в течение 25 лет. Вот это срок. Да, и стал, значит, колхоз стал миллионером тогда. И отец был избран депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва. Ух ты! Это 52-58 год. Это как сейчас Госдума, да? Да, как Госдума, да. И был в 1947 году награжден орденом Ленина. Орденоносец. Орденоносец был, да. За вклад в победу в Великой Отечественной войне и за то, что вот руководил трудовые, колхозом. видимо, Да, достижения. трудовые достижения колхоза. И вот я сейчас вспоминаю, в общем-то, колхоз был довольно передовым по тем временам. Сеяли хлеб в большом количестве. Потом, значит, молотилка была паровая. Молотили и пекли свой хлеб. Деревня, в общем-то. Полный процесс. Полный процесс, да. Потом, значит, было очень много овощных. Ну, это вот, допустим, как картофель, огромное количество полей под капусту. И на открытом грунте выращивали помидоры и огурцы. Была бельгийская теплица, так называемая. И в этой бельгийской теплице выращивали рассаду, потом высаживали на открытый грунт, где-то в парники высаживали. Ну, то есть была бригада огородников, которая занималась этим делом профессионально. И вот мама была у меня членом вот этой бригады в течение многих лет. И у себя дома тоже мы выращивали огурцы, помидоры. У нас была, ну, теплица так как таковых в домах не было, а были так называемые вот эти вот парники, которые закрывались рамами, которые были застекленные. Застекленные, да, я тоже помню такое. Вот, Ну, прошло много лет, в общем-то, жизнь меняется, что-то забывается, молодежь зачастую не помнит, что и как было. И часто говорят, что жили плохо, этого не было, другого не было. Но если вот как-то вот вспоминать, смотреть вдаль, много хорошего, много чего было заложено вот в колхозное время, в конце 40-х, начало 50-х, начало 60-х годов. Даже на Ботоме держали пчел. Да, и, значит, мед был свой. Потом птицеферма была, было, значит, звероводство, держали чернобурок. Ну, в общем, много чего было, да. Я вот решила как-то вот это вот восстановить, да. И в течение, в общем-то, 7 лет собирала архивные данные, воспоминания его, значит, ну, как бы сказать, земляков, да, коллег. Очень много времени истратила в Национальном архиве, поднимала фотографии, сканировала. И вот в прошлом году выпустила вот такую книгу, называется «Самартай Миндайду». То есть вот та часть реки Лены покажем вот большим называется Самартай. Вот по ошибке иногда говорят Самартай. На самом деле это вот называется Самартай. Слово, ну, Багдарын Сюльбя вот это вот расшифровал. Слово означает монгольского происхождения и означает это стремительный. То есть этот Самартай наш предок. И он, значит, спустился с верховья в реки Лены и дошел до Ботома. И потом, значит, Сыгы, где вот Качкасская местность расположена, Сыгы называется. И там, значит, вот первые они поставили свои балаганы, скотство, и вот это вот пошел род, большой род на той стороне. И вот тут вот родословные у меня есть, тут очень много в этой родословной, значит, этого рода, вот, как вот люди возникли фамилии, имена, Аустра, не Аустра, Хайдовская, вот тут все написано. А где можно это приобрести?
Я вам это подарю. Так. Можно, чтобы люди захотят, может, купить, тогда Да, могут может, обращаться тогда да, через меня к это, вам, да? значит, через меня можно сделать это. Хорошо, ага. Обращайтесь, И телефон укажу. мало того, что тут история создания колхоза, вот тут все вот это вот написано, вот тут в таблице, все. Эту историю, значит, написал мой брат Владимир Устинович Марков по матери. И подняла очень много фотографий здесь, вот так вот. И вот сидят депутаты Верховного Совета в Георгиевском зале, вот это вот, да, вот знаменитые люди тогда из Якутии. И, значит, вот в Георгиевском зале вот стоят. Вот, да, уникальные по люстрам фотографии. можно узнать, да. да. И, значит, вот нашла фотографии, как в 1944 году справляли ИСАХ в Качекацах. Вот это вот. Этих фотографий. Мы тогда сфотографируем и вставим тогда. Да, вот этого фотографий много. Ну, что самое интересное, вот этот вот набор ИСАХа, вот, который здесь вот видите, да, он сейчас хранится в музее имени Аюнского, вот этот набор ИСАХа. Вот, отец его передал. И вот тут конь стоит, вот это вот, да, убранстве, якутском убранстве, уже без ну, каких-то нововведений, натуральном, как оно и было, в общем-то. Вот. То есть вот эти вот фотографии... Вот, фотографии-то уникальные, оказывается? Вот я в Насархиве нашла. И вот, значит, родословные вот это вот. Ух ты! От Самуртая пошло вот так вот, уроды какие возникли, как вот люди пошли. Ой, то есть это столько работы здесь, наверное, это же каждое имя найти, это дорого. Родословная была еще написана где-то в 40-е годы. И было передано в Национальный архив. И в Национальном архиве я его нашла. И теперь это родословное, вот это вот Самуртай, оно включено Терютчи. Вот такая книга есть Терютчи. Вот там она вот включена, как бы, да. То есть вот имеется вот такие очень... Тогда сколько поколений там получается? Ну, я от Самуртая не знаю, там от Харба я 16-е поколение, да? А между Харба и, значит, Самуртаем там наверняка было где-то 3 или 4, ну, 2 или 3 поколения. То есть почти 20 поколений, Да, да? 20 поколений, вот так вот, да? Ничего себе. И вот один из потомков Самуртая – это Бестях Бачох. Это историческая личность, она… В честь которого назвали Бестях? Нет, Бестях Бачох – это совсем другое. Он, значит, обладал очень большой силой и строил первую Покровскую церковь деревянную. Ух ты. Да. А туда сплавились в верховье реки Лен огромные лиственницы, и эти быки не могли поднять на берег Покровска. Настолько они были тяжелые, здоровые. Да, здоровые. И тут вспомнили Бестях Бачох и говорят, только он может поднять. И вот его уговорили, и он приехал в Покровск, значит, ему построили небольшой домик, где он мог отдыхать, да, и он, значит, завязывал вот эти вот бревна, и там, ну, Белемедейдин, Сахалымор. Да. И вот через вот это вот тащил на берег вот эти огромные бревна, из которого была построена первая деревянная церковь города Покровска. Но, как всегда бывает, была презентация, ну, можно сказать, обмывали вот это вот явление, но его или забыли, или не захотели позвать, не позвали на это мероприятие. И он пришел напротив церкви на той стороне реки Лены, называется Кигелях, и оттуда стрелял из лука. Ничего себе. Напоминал о себе. И лук попадал в колокольню этой церкви. О, какой силы у него была, тетива-то натягивалась. И долго вот эта церковь стояла, и говорили, что это следы от его лука. Бестях Бачох. Ну, вот такая вот историческая… Легенда прямо такая, легенда, но эта легенда имеет основание, но зафиксирована в документах строительства вот этой церкви. Ничего себе. Ну вот если вот из этих, будем говорить, истоков, да. Но я бы хотела еще отметить, что мои вот родственники из Ботомы, предки, и вот Ботома имеет огромное значение в освоении северо-востока
Евразийского континента. То есть я его называю «Форпост России». Называю. Да. Тоже такую книжку выпустила «Форпост России», только с собой не принесла сюда. Да. А почему? Потому что там во время Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга во второй Камчатской экспедиции в 1828 году был построен завод, железоплавильный завод. То есть на местности Куанан добывали железную руду, и на этой местности был создан вот первый железоплавильный завод. Ничего себе. Вот это Камчатская экспедиция. Начало металлургии, да? Да, металлургии. Ну, металлургией занимались якуты и до этого. И зная, что там плавят якуты железо, вот на этой местности вот ничего на пустом месте не возникает. Ну, да. Да, плавили, значит, кричное железо. И плавили до тех пор, пока на изломе он не становился таким серебристым. И Серошевский писал, что якутское железо лучше немецкого. Вот про это он и писал. Потом, значит, на плотах его плавили до местности Тамма. Это Миган-Кангаласский район. Там, значит, был железоделательный завод. Не надо кузница? путать. Кузница. И там, значит, делали куняхи, делали обшивку для кочей, вот, на котором, значит, Камчатская экспедиция шла на восток. Спускались по линии и, значит, достигли уже перешейка вот этого вот между Аляской и Чукоткой, Евразийским континентом. И вот делали топоры, якоря делали, ножи делали. И не вести же все это конечно, с России. Да, издалека. Издалека. И вот таким образом вот это вот наше железо стало как бы основанием открытия новых земель. Оно способствовало? Способствовало, да. И поэтому я называю «Форпост России». А потом, ну это после закрытия Камчатской экспедиции еще долго работала, ну как бы захерела потом, но остов вот этого завода я застала, будучи уже директором в 95-м году. Остов стоял, да. И я с детства помню, значит, была крица, куда, значит, наливали вот это вот расплавленное железо. Я думаю, найду, наверное, потому что его так вот переворачивали, и там это отбивали косу. Я думаю, найду. И очень много походила по полям, я нашла эту крицу. Да вы что? Да. И сейчас она хранится в музее вот, национального парка, это в Покровске. Это очень редкое явление, в общем-то, исторический такой вот экспонат, артефакт, да? Да, факт. И кроме того, я нашла вот эти вот 4 штуки вот этих вот огромных вот этих наковальни? Нет, корзин, оббитых вот железными прутьями, на котором, значит, спускали сверху железную руду на этот завод. Думаю, найду. А там наши в колхозе хранили балбахи. Думаю, найду. Все поля вошла и 4 штуки нашла. В общем-то. Вот, и они вот 2 штуки там в Покровске находятся, а 2 штуки лежали над Ботами. Вот сейчас вы как археолог немножко даже работаете. Ну так память-то хорошая, помню. И вот так вот пыталась восстановить историческую, так скажем, действительность. Ну, вот. Это вот исторический ракурс, если сделать. Да. Данила Ивановна, а давайте немножко поговорим о детстве. Вы же все-таки у вас отец директор колхоза, председатель колхоза, мама тоже работает в овощеводческой бригаде. Вы помогали только по дому или еще и к ним ходили? Нет, уже со 2 класса у нас при школе был пришкольный участок. Вот. Руководила Александра Николаевна Прокопьева. Была вот такая очень хорошая учительница. Будем говорить, учительница от Бога. Это мама вот директора школы Анико Шамаевой. Вот, это мама.
И вот она создала у нас пришкольный участок, будучи биологом. И мы там выращивали, уже со 2 класса начали там работать, выращивали овощи. Горох, там, свеклу, морковку, капусту. Капусту цветную даже выращивали, не только белокочанную, да. Такое разнообразие, да? Да, разнообразие такое. Много цветов выращивали там. Огурцы, помидоры, лук. А потом ходили вот по домам и продавали. Ну, не для себя, а для школы. Ну, какая-то там копейка, наверное, поступала и приобреталось что-то, в общем-то, там, наглядные пособия или семена новые, в общем-то, да. И у нас был такой ДСР номер 6, то есть ДСР? Дорожный участок, который обслуживал Аямовскую дорогу, сейчас тогда, сейчас она называется Аямовская, тогда назывался дорога Якутск-Большой Невер. Вот, они обслуживали эту дорогу. И там были люди, которые работали вот на этом участке. И было очень много переселенцев. Это их переселили в 1955 году. И это в основном были люди Западной Украины. Где они там до этого жили или что, не знаю, но зимой 1955 года абсолютно раздетые люди приехали вот на этот участок, а там жить было негде, и вот этих людей расселили по семьям. И у нас, в общем-то, 2 жили, Степан, вот, рабочий, и маршидер Тамара. И вот, Это семья была? Нет, просто вот. И для них, в общем-то, для Тамары, в общем, мои бабушка и мать шили из зайца шапку, рукавицы. А она была в серых таких огромных валенках. И кенчи шили, в общем-то, вот так вот. И ей выдали эти ватные штаны огромного размера, в них же холодно. А мать ей шила вот нормальные, теплые штаны, тоже ватные штаны, в общем-то. Вот. Таким образом они перезимовали, а потом переехали вот в ДСР, и мы им ходили, продавали вот нашу продукцию. Ну, вот такая вот ситуация была. Ничего себе. И потом, после 5 класса, я уже работала на сенокосе. На островах, значит, косили сено в огромном количестве. Я сейчас цифру не могу точно называть, но где-то около 300 тонн заготавливалось. И были полумеханизированные звенья, механизированное звено одно было. И были, в общем-то, звенья, которые вручную все это косили, убирали. И я после 5 класса вот поехала на острова, вот, на сенокос. После 5 класса, вот зрители наши, вот, представьте себе вашего ребенка после 5, она еще после 2 класса начала работать, а тут после 5 класса на сенокос. Вот она со слов кажется, что взрослый человек после 5 класса, но на самом деле это же дети. Дети, да. Ну, у нас было в школе 150 человек. 8-летка была. И прямо завуч вот строго с директором составляли список, кто куда пойдет работать. И вот мы добровольно вот после 5 класса поехали работать. На сенокос. И на сенокос со мной были мои подружки, 3. А вы что там делали, такие маленькие дети? Ну, быка вот, ось это, быка вот это... Прямо, чтобы сток сена... Да, подводили к копнёшке, а копну, значит, переворачивали другие. А мы быка водили... По маршруту, да? Да, к этому стогу. А этот упрямый бык иногда станет и ни туда, и ни сюда, в общем-то. Вот такая история была. Вот. Ничего себе. А потом уже с 6 класса я водила не быка, а уже коня. А уже 7 класса, значит, села прямо на седло коня. И были тогда такие переметные волокуши. И вот я управляла конем вдвоем вот так вот с одним парнем. Валера Устинов, такой одноклассник был. И мы, значит, вдвоем сидим, и вот этих на переметных волокушах вот делали такие вот копнёшки, и вот 7, 8, 9 класс на коне. Как крапка, да? Ну, вначале коняшка была такая, якутская.
Мощная такая. Маленькая лошадка. Ага. А уже 7 класса была полукровка, Куртуях-Тырген. Они А уже сильнее, да? Ага, в 8-9 классе уже был конь такой, ну как бы, очень такой Сильный. мощный. Аполлон назывался. И вот на нем я 2 года проработала. До сих пор старики помнят, как я управляла лошадьми, работала. Ничего себе, ребенок управляет лошадью, быком, лошадью, это Да. ничего себе. А потом, когда в студенческие годы поехали мы со мной в Татинский улус, и, в общем-то, там на лошадь как-то мои однокурсницы и однокурсники не очень, городские ребята, не очень-то, в общем-то, садились. Я тут же сходу села, с Ибадахты даже, а с этим вообще можно было. И управляла, вот 2 месяца отработала на коняшке тоже. Ничего себе. Ага. Как бы стройотряд у нас был. Прямо ковбоец. Да, я любила ковбойский фильм. Фильм, который первый я увидела, вот такой иностранный, это было «Великолепная семерка» после 7 класса. Это Покровске, где мы показывали, у нас не в нашем клубе. Я 7 раз ходила в это Наверное, кино. очень популярный фильм, да? Вов? Ну тогда популярный. Я 7 раз ходила в этот Ничего фильм. себе. Ага, Покровске. А 20 копеек на места, а 5 копеек на полу. И вот я за 5 копеек покупаю билет, сажусь На пол. на пол и прямо вот на одной ноге вот так вот и скачу. Пичкум, 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 вот так вот. Да. Ничего себе. Настолько на вас прямо вдохновлял да, И этот прямо фильм. с ними вместе вот так вот, ага, пучком, 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 вот так вот на коне скачу. Ну, кому-то не нравится, бить на меня вот так. И начинается драка там впереди, да. Но после 7 раз уже заметили меня, уже не пускают. Деля, хватит. Вот такая вот ситуация А была. вы еще когда-то рассказывали, что помогали своим родителям вот в теплицах там? Да, вот, ну вот бельгийские теплицы вот, Ага. помогала маме там. Мы А там? делали горшки. Ага. А как их делают? Ну, были такие, сейчас сказать, ну, ящики вот такие, да, деленные вот на квадратики. На И сектора. Ага. на эти квадратики, значит, мы клали вот торфяно-навозно-земляную смесь Ага. полностью, а потом вот таким вот образом закрывали крышкой, а на этих крышках были вот такие палочки, которые на этих вот квадратиках делали дырки. Ага. И туда залаживалось, семена залаживали, и они там проращивались, уже там на окнах, в теплице вот этой бельгийской, потом высаживались на открытый Такая вот грунт. ботаническая хитрость, да? Да, ботаническая. Вот сейчас в магазинах уже продают эти горшки, такие. А мы у себя там делали. И много делали? Ой, конечно, там учет ушел на 1000. 1000? Конечно. Сколько вам лет тогда было? Ну, это я в 5 классе училась. В 5 Сколько классе. мне? Вы, Данила, ну вот 11-12. назвать ваше детство, вот, чтобы вы были лентяйкой, такое невозможно Не, сказать. невозможно. Вы были очень трудолюбивой, видимо, с детства, да? Ну, в семье тоже, в общем, так вот относились. Ну, в то время, наверное, нужно Да, было. у нас было в семье 3 вот девочек. К сожалению, младшая моя сестра, когда ей было 11 лет, умерла от воспаления легких. Ой, Просто не было медицинской как бы сказать, квалифицированной помощи? Да, и не было, в общем-то, пенициллина обычно. пенициллин. И вот сейчас вот говорю, ну тогда вот через Лену и дороги-то нормальной не было. Вы были в отрыве, да? В отрыве, и машин нормальных-то не было, и вот Не успели не успели. помочь спасти, да? В течение 3 дней сгорело. Вот, двустороннее воспаление легких. Ну вот мы с сестрой. А сколько вас было в семье тогда? Ну вот 3 было родных. Сейчас мы с сестрой Светой. Она врач, до сих пор работает. Она отличник здравоохранения Российской Федерации, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия, врач высшей категории. Вот. Всю жизнь в медицине работала и сейчас работает. В детстве тоже так же она работала, да? Мы вместе вот. И у нас дома было разделение труда. Ага, она, значит, посуду убирает, полы вытирает. А я дрова колю, значит, лед заношу, помогаю в хатоне маме. Вот. Разделение труда было вот такое. Такая работа с детства.
Ага. Вот это все ваше трудолюбие, вот детство такое, да, доблестное, оно потом помогло, наверное, в вашем будущем? Ну, быту, конечно, помогло, в общем-то, да. И потом заложилось вот понятие, что ничего такого легкого в жизни нет, надо все добиваться своим трудом. Вот такое. Трудности вас никогда не останавливали? Нет, абсолютно, даже в голову не брала. Вот после 8 класса я перешла учиться 9-10 класс в Балунитарскую среднюю школу. А после окончания школы, значит, была школа производства ВУЗ. Да, такая схема. И долго не могли решить, что куда мы пойдем работать. А мне не хотелось идти работать на фирму «Артек», это Блубнихтати. А хотелось бы к себе домой поехать, качекаться, но долго что-то так колебались с этим вопросом. И мы со своей одноклассницей Полиной Филипповой поехали работать на стройку. Ничего себе. Ага, заходим, значит, объявление смотрим, набирается, значит, молодежь для строительства Вилюйской ГЭС написано. Ух ты. И заходим туда, там комиссия сидит, заходим, и мы говорим, что хотим ехать на строительство Вилюйской ГЭС. А Михаил Ефимович сидел во главе Комиссии? комиссии. Ничего себе. Ага. Он тогда работал первым секретарем горкома комсомола. Ничего себе. Посмотрел на меня, какая из себя Вилюйская ГЭС. А, И говорит, хрупкая, маленькая, наверное. да, говорит, пойдешь работать на главе Кудстрой. Ага. Я говорю, пойду. И тут же нам он с Полиной пишет направление. Ничего себе. Ага, это главе Кудстрой, тогда, значит, Третий Кудстрой назывался. Это как комсомольское направление? Да, комсомольское направление. Ага. И там был, значит, секретарем, освобожденным секретарем комсомольской организации Третий Кудстрой Щетинин Николай. Ага. И ему он пишет направление, все такое. Ага. Мы к нему приходим, и он нас направляет первое СМУ. Угу. Значит, начальником, ну, главным инженером которого был Зробок, мастером был, значит, там тоже вот с интересной фамилией человек. Угу. А определили нас, значит, Боровик, фамилия у него была. Да, То Зробок, Боровик, в общем, ага. непонятно какая, ну ладно. Направили нас в бригады штукатуров, маляров. Вот, и там, значит, бригадиром это была Зоя Лукинична, такая женщина, заслуженный работник вот, строительства, орденоносец тоже. И мы в этой бригаде, в общем, у нас было 4 девочек, а их старых мастеров было 4 человека. И вот 8 человек, бригада такая была, мы работали штукатурой малярами. Вот первый объект, который мы сдали, это областная больница, вот сейчас вот детская инфекционная больница. Вот там работали. Ага. Ну, досрочно сдали, хорошо сдали. Ну, что там, нас быстро они подучили. И что сейчас вот самое интересное, в общем-то, они как-то относились очень к нам хорошо. Это бабушки были, ну, русские бабушки были. Ага. И вот они нам говорят, девки, идите кушать. Ну, мы что, с собой, там кушаем, с собой берем, иногда ничего не берем, так, молодые же. И они нас постоянно подкармливали. Но при одном условии, что вы привезете из Качкадцев красную картошку. Ух ты! Ага, ну и мы родителям заказывали, нам привозили, и мы эту мешок картошки ставили в тепляке, у нас такой тепляк был, и вот они вот там готовили, и нас постоянно, в общем-то, подкармливали. И вот таким образом мы отработали, в общем-то, год, потом решили поступить в Якутский государственный университет. Она поступила в русское отделение, Полина Брызгалова, а сейчас она работает в Минно-Кангласском ЛУСе, тоже отличник образования, в общем, заслуженный человек, учительница, она до сих пор работала. Но вот нынче как бы здоровье немножко подкачало, она нынче уже не работает. А я поступила в географическое отделение биологического факультета. Из 20 баллов набрала 18 баллов и поступила. Вот так, как-то. Тогда вот все-таки вот ваша любовь к природе, она преопределила, да, вот выбор профессии? Ну да, да. Но мы вас все знаем как
долгого бессменного директора парка «Ленские столбы». В вашу бытность это было действительно, как говорится, такое место, где природа, животный мир был под вашей защитой, под вашей серьезной защитой, потому что там много что рассказывали о тех временах, да, вот. Кстати, я потом спрошу, может быть. Ага, вот, но скажите, пожалуйста, вот как вы после учебы, куда вас направили? Ну, после учебы я работала в станции юных натуралистов. Ага. Это Кем? я окончила в 1972 году. И в 1973 году я стала работать в станции юных натуралистов руководителем кружка по охране природы. Потом методистом охраны природы. Я отработала там до 1979 года. А в 1979 году я решила уйти оттуда, потому что мне не понравилось отношение вышестоящих органов, ну, в данном случае Министерство просвещения. Как бы эта станция юных натуралистов стала как бы подсобным хозяйством для обеспечения, для штата, да? Для обеспечения, в общем-то, работников Министерства охраны природы. Я один момент села и подумала, зачем все это нужно. Написала заявление и ушла тут же, в один день. Хотя принципиально, у меня, да? Ага, хотя у меня там была квартира очень хорошая, трехкомнатная с местным отоплением. По тем временам это шикарно было. Должность была неплохая, зарплата была неплохая. Я в один момент ушла. И устроилась работать в Общество охраны природы. Это предыдущее предприятие, которое сейчас является Министерством экологии? Нет, это общественная организация. Но тем не менее, значит, они держали штатных работников. И меня определили заместителем председателя Общества охраны природы по городу Якутску. Ух ты. А председателем был Коркин Юрий Семенович. Я оказалась как бы его заместителем по охране природы. Я отработала 10 лет в Якутском горисполкоме. И у меня кабинет на 4-м этаже был, вот как зайдешь, вот налево первая дверь, телефон 4-36-36, до сих пор помню, рабочий телефон. И за 10 лет действительно, работая в горисполкоме, в этой стезе, было сделано очень много. Очень много было сделано, поскольку мы с Юрием Семеновичем, а это был профессионал высокого класса, хотя бывало и попадала от него мне, но попадала за дело. Справедливо, да? Справедливо, поэтому ничего такого. Был он, в общем-то, хозяйственником очень хорошим, руководителем очень хорошим. Он живой, сейчас он в Совете ветеранов мэрии, вот, тоже работает. Вы хорошую школу прошли, да? Да, хорошую школу у него прошла. И был создан так называемый координационный совет, куда входил, значит, подразделение Якутровода по городу Якутску, подразделение, значит, ЛБТУ по городу Якутску, Якутский лескос входил, и, значит, административная комиссия туда входила. Им руководил Сосновский Вениамин Моисеевич, легендарный человек, в свое время сделавший для города Якутска очень много. И вот, будучи в Координационном совете, проводили очень большую работу по охране природы. То есть мы по линии, значит, ЛБТУ, вот, руководил якутским отделом ЛБТУ Нургустан Семенович, вот такой человек был. И там работал Александров Сергей Петрович. И мы с ними проводили проверку судов на отстои. До 140 проверок делали. Вы представляете, вот тут лазит туда, вылазит туда, вот они отстои стоят, высокие суда, и мы туда вот лазили, вот, проверяли. И у них у всех были, в общем-то, свои паспорта. И там было четко прописано, когда отстой кончится, когда будут сдавать ляльные воды, где будут сдавать свои, значит, стоки. А тогда было 2 плавучие оски были, очистные сооружения плавучие. Вот они сдают, если они туда не сдают вовремя и нету там подписи, отметки, то эти люди, вопросы, значит, у них возникают, да? Возникает, то есть премиальные не получают какие-то там. Все четко было, да? Четко было. Поэтому вот
проверки тоже четко проводились. Кроме того, очень строго держали птицефабрику. Тогда птицефабрика была четырехэтажная, и уборка была, стоки жидкие были. Да. Их возили, значит, на так называемые карты. Я эти карты прорывала и частично попадали в ЭТК, вот эти вот карты. И вот мы очень строго держали вот это под контролем. Ну, вот сейчас вот стоки стали сухие, поэтому этот вопрос как бы снялся с повестки дня. Но тогда были, значит, так называемые поля компостирования. И вот эти поля компостирования тоже держали в очень таком строгом контроле. И потом это вывозилось в совхозные поля, вот эти вот компосты как удобрение, да? Как удобрение, да. И то же самое было с свинокомплексом. Вот до сих пор они возят на Покровский тракт, да. Я весной прошлого года проверяла, там идет дренаж. И вот это вот мы держали в очень строгом контроле тоже. Также и живкомплексы хатасские и якутские. Ну, проводилась очень большая работа. Кроме того, в эти годы, значит, была заказана схема охраны природы города Якутска. И эту схему сделал проектный институт Ленгипрогор. Очень такая серьезная работа была научного характера. И она была рассмотрена на сессии депутатов Якутского горисполкома и было утверждено. И были там определены те самые болевые точки, которые, в общем-то, наносили вред и атмосферному воздуху, и водным ресурсам, и все такое, да. И в эти годы, значит, была запрещена весенняя охота в долине Туймада. Мораторий был прямо, да? Да. Значит, как-то это легко решилось. Депутатская группа так решила, вынесли вопрос и утвердили на сессии этого депутатской сессии депутатов. И потом мы внесли в главах, это тогда уже управление охотничьего хозяйства было при правительстве Республики Саха-Якутия. Руководил и Уполов, такой вот руководитель у нас был, такой очень работящий профессионал. Вот. И он тоже это утвердил, и в течение вот 10 лет охота была запрещена, весенняя охота в долине Туймада. Я считаю, что это было очень большое такое движение. Тогда в долине Туймада очень много было живности, было много водоплавающей птицы. И прямо на озере Сайсар тоже плавали, да? Плавали. И гнездились там лысухи, и выводили своих потомков. Вот такое вот явление было. Потом было очень большое общественное движение по охране зеленого луга. То есть очень большое движение было, и работали там много общественников. Было большое движение по охране озера Сайсар, тоже было эти годы. И была сделали мы общественную экспертизу строительства 202-203 микрорайона. И эта экспертиза была внесена на рассмотрение депутатов Якутского городского совета. И было принято решение о том, чтобы, значит, заморозить строительство 203 микрорайона. Там причины были, да? Ну, причина такая, что нельзя строить на насыпанных грунтах, наносить большой вред долине реки Лены. И, значит, единственное такое вот место, зеленый луг, куда грязный воздух, особенно в зимние месяцы, стекает прямо туда, в зеленый луг, он же гипсометрически ниже стоит. Потом река Лена, она тянет, и весь этот грязный воздух туда стекает. И тем самым город Якутск очищается естественным путем. Это как ваш фильтр, да? Как наш фильтр, да? Да, как фильтр, и очищается от загрязнения атмосферного воздуха. Ну, будут говорить, что и в официальных документах, что состояние атмосферного воздуха у нас в городе Якутске нормальное. Ну да, если взять среднегодовые такие показатели, оно нормальные. Но бывают дни, пиковые, да? Пиковые дни зимой, когда температура падает ниже 40 градусов, когда создается так называемый якутский морозный туман,
И этот весь выхлоп атмосферный, это автомобильный, и выхлоп вот это вот труб наших, и вот теперь еще грязь, оно в этом нижнем слое атмосферы, она вот так вот циркулирует и не очищается. не очищается. И предельно допустимые нормы, особенно по бензопирену, они бывают выше ПДК во много раз. И вот это вот стекает потом в ночное время зеленый луг, тем самым еще город дышит. Если зеленый луг застроит, 204-й, уже как-то у них в головах уже вертится, если застроят зеленый луг, это все захлопнется, это капкан. И воздух в Якутске в зимнее время будет вообще невозможно. Это, будем отстаивать. Да, отстаивать надо, это во-первых. Вот начали отстаивать тогда, вот когда я еще работала, да. И это Саша Логинов тогда этим делом очень сильно занимался. И прямо отстаивал, ставил там палатки, там жил вот так вот. Ничего да. себе. Вот. К сожалению, он рано ушел из жизни, в общем-то. Вот. И он этому очень много сил приложил. Ну, много людей там тогда было, которые этим занимались. И вот если зеленый луг взять с точки зрения, будем говорить, экосистемы, то это готовый английский луг. То есть есть такое понятие английский луг, где высаживают травы, где высаживают некоторые, в общем, виды кустарниковых растений, для того, чтобы они придавали городскому ландшафту законченный вид. И в то же время они, в общем-то, являлись поставщиком кислорода. А это естественный луг, который поставляет кислород, который очищает город. Вот когда вот там, ну, вот в весеннее время, когда ледоход, там вода поступает, уже очищает город. Всю эту грязь смывает, да? А в зимнее время там, в общем-то, бывает много птиц, которые, в общем-то, и зимуют там, встречаются. Вот. Даже снежная сова там иногда бывает. Вот. Жаворонки поют. Ведь вырастает поколение, которое не слышит песню жаворонка. И поэтому наша цель и задача сохранить зеленый луг и создать там особо охраняемую природную территорию. Я предлагала, несколько раз говорила и даже писала в свое время, чтобы там был создан природный парк «Зеленый луг». И там, чтобы были экологические тропы в летнее время, экологические тропы в зимнее время. Там много денег вложить не надо. То есть в шаговой доступности вот люди могли бы пойти и отдохнуть. Не всем же ехать, не у всех машины, и они не могут ехать на пригороды или в Дубай ехать, да, когда вот под городом, в шаговой доступности, вот такое... Природа такой подарок дала, да? Да, подарок дала, такое уникальное явление. Поэтому надо это охранять, и должны горожане использовать для отдыха, для будущих поколений. Хорошо. Ну, немножко отклонились. Мы все об этом слышим, да. Ага. А вы же были еще и депутатом городского совета депутатов? Депутатом городского совета, и как раз вот этот вопрос охраны зеленого луга мы ставили тогда. И вот эту схему тогда еще вот Ленгипрогор приглашали, в общем-то. Наверное, в архивах есть вот это. Так, по течение 10 лет вы потом... Ну, в течение 10 лет я отработала. А потом? А потом, значит, с 79 года по 89 год. И в 89 году был, значит, создан Государственный комитет охраны природы Российской Федерации. И меня, значит, пригласили туда. Ну, меня пригласил Карбасов Семен Васильевич. Он тогда был начальником отдела экспертизы Госкомприроды. И он меня пригласил, я туда перешла ведущим специалистом и начала работать там. И мы проводили экспертизу тогда размещения спецконтингента в верховьях и в среднем течении реки Амги. То есть должны были спецконтингенты, это, ну... Да. Заключенные. Заключенные. Они должны были там рубить лес для того, чтобы, значит, потом вывозить оттуда. Леспромхоз хотели там построить. Да. Ну, как бы военный. Да, Уфсиновский. Уфсиновский. Ну, мы сделали экспертизу, и тогда мы впервые посчитали ущерб, который будет нанесен
природе, экосистеме реки Амга. Там мы посчитали ущерб за животный мир, растительности. И посчитали ущерб, который будет наноситься вечной мерзлоте. То есть уже тогда понимали, да, такие вещи? Конечно, конечно. Тогда был так называемая методика Крестовского. И по этой методике мы посчитали, какой ущерб будет нанесен вечной мерзлоте. И вследствие чего, значит, будет нарушен естественный приток воды в реку Амгу. И этот ущерб оказался очень большим. Но по тем временам, да, но сейчас вот может быть не очень так-то, но по тем временам мы посчитали где-то пределы 150 миллионов рублей. Но тогда цифра тогда была... Деньги-то дороже стоили. Серьезные. Это был 93-94 год, да, как бы, да. Там доллар стоил копейки. Да, вот поэтому, это во-первых. Во-вторых, значит, и народ начал там тоже выступать против. И в действительности вот много тогда сделала Сидоркевич, Ольга Иванова-Сидоркевич. Да. Вот, и был создан так называемый комитет Амга, где общественность выступала конкретно против. Вот, и тогда еще был создан комитет Адача по строительству Адачанской ГЭС. И мы тоже сделали экспертизу строительства Адачанской ГЭС. И посчитали, что тот створ, который на АДЧ предлагал гидропроект, не является экологически безопасным. Да? Безопасным. Мы предложили сделать повыше строительство этой ГЭС, ну как бы малую ГЭС, для того, чтобы ущерб был меньше. Я прямо ездила тогда Лен Гипрогор, Московский институт по проектированию гидроэлектростанций. Ездила, и там мне показывали в натуре, как это все будет. Там у них макет был, да, вот, допустим. И очень плотно работали с этим институтом и главным проектантом таким вот. Тогда Познер был такой проектант. И вот посчитали, что действительно в этом створе строительство нецелесообразно. Ну и потом была экспертиза гидроузлов Верховья Елены, экспертиза строительства железной дороги, тогда уже мы начали этот проект смотреть. Строительство 203-го микрорайона уже на профессиональном уровне посмотрели. Пришли к выводу, что строительство это нецелесообразно в действительности. Насыпные грунты очень опасны. Был такой, есть, наверное, сейчас, институт имени Гересванова, который делал такую теорию, если насыпать на грунты песок, ну, определенной влажности, то этот песок как бы цементируется, становится частью вечной мерзлоты, а вечная мерзлота не уходит вниз, она поднимается. Вот это по теории института Гересванова. И они, как бы стыкуясь с вот этими мерзлыми грунтами песка насыпного, становятся монолитными. И вот на этой вот теории вот строили 202-й микрорайон, и вот на этой теории уже вот начали как бы строить и 203-й микрорайон. Но жизнь показала обратное. Да. То есть песок не смерзается, становится подушкой, а мерзлота уходит еще вглубь. И стали ставить сваи, так называемые подушки. То есть пока мерзлоту не схватят, делают это сваи, ставят подушки, и на этих подушках еще наращивают сваи и ставят дома. Я вот фотографировала на всем этапе вот эти дома, которые на 202-м строятся. То есть строительство стало в разы дороже. В разы дороже стало. Вот такая вот ситуация с этими песками, да, насыпанными. Тогда, значит, все-таки считается, наверное, одна из крупнейших же рек Лена, и она у нас является одной из последних, по-моему, вообще последней рекой незарегулированной. Да. То есть в этом есть и ваша, скажем так, небольшая частичка, как бы, да, будем это говорить, вы в этом тоже представляете. Спасибо вам большое. Дело в том, что река Лена входит в 8 великих рек мира.
Восьмерку. И единственное, которое не зарегулировано. Единственное, которое не зарегулировано. По величине своего бассейна на первом месте. По величине своей дельты на втором месте после Миссисипи. Это одна из великих рек мира. Этим мы должны гордиться, в общем-то. И беречь ее. И беречь ее, да. Конечно. Вот после комитета. Ну, в комитете я работаю. День у нас начинался экспертизой, кончался экспертизой. Даю интервью по телевидению, в газете. Объясняете все. Жизнь прямо крутится, кипит. И в это время я еще кончила ускоренные курсы экспертов в МГУ. Такие вот курсы были ускоренные, да? Это 94 год. И меня там учили корифеи географического факультета МГУ. Вот, такая была Солнцева, Чижов, такие вот корифеи учили. И это, я окончила это с отличием, у меня как бы второе высшее образование получилось. Вот. Я все время хотела учиться в МГУ, но не получалось, но потом вот уже в зрелом возрасте получилось. Да, как бы. Мечта сбылась. Мечта сбылась. И вот эта работа, я, закончив вот это, вот, я стала начальником отдела экспертизы территории. Такой отдел был. То есть не только проект рассматривали готовый. Когда готовый проект рассматриваешь, иногда поздно бывает, да? Ну да. Да, а вот намерение, да? Вот мы хотим поставить там какой-то объект. Они еще в проект деньги не вложили, да? Не вложили ничего, намерение, да, как бы. Такой, тогда делался так называемый регламент. Регламент строительства. И вот где-то вот хотят посадить какой-то объект. Вот частично вот Ильгинское месторождение угледобывающие вот это вот рассматривали. Намерение. И вот, рассмотрев со всех сторон, мы делали свои рекомендации. То есть для того, чтобы ущерб был небольшой, мы рекомендуем то-то, то-то. Или для того, чтобы ущерб очень большой, мы не рекомендуем посадить этот объект на этой территории. То есть вот такой вот отдел был, я руководила вот этим отделом. Какая ответственность такая? Да, ответственность очень большая была. И потом по результатам наших экспертиз 93, 94, 92, 93, 94 год мы в Российской Федерации были в пятерке лучших. Наше управление экспертизы. И управлением экспертизы тогда в Российской Федерации руководила так называемая Шелест. Такая была строгая такая женщина, которая была очень грамотная и требовала прямо по буквам. И мы вот были в числе лучших Российской Федерации. Ну и вот руковожу этим отделом. Я была еще председателем правкома. Уже мы тогда Государственного комитета? Уже тогда мы стали Министерством охраны природы. Министром был Алексей Василий Гаврилевич, был министром. Ну и второе лицо как бы, да? Ну да, председатель правкома, начальник отдела. И в голову даже не беру какие-то там другие варианты. Но дело в том, что вот составление документации Национального парка Ленинские столбы как-то застопорилось. Ни туда, ни сюда, в общем, очень тяжело идет проект, да. У меня, ты оттуда местный, давай помоги. Ну, что, без проблем. Помогаю там составлять какую-то документацию, утверждать. Бесплатно, да? Ну, как бы там же работаю, только в другом отделе, но не важно. Как бы не прямая обязанность. Да, но тем не менее, да. И потом, значит, тогда у нас управление ОПТ работал Перфильев Валентин Иванович. Он пришел к нам работать с Института биологии. Он нам здорово помог. И вот тогда работала еще там Пельчусова, которая вот сейчас на пенсии. И мы вот, Руслан Николаевич Платонов тогда работал в комитете охраны природы Хангаласского района. И вот вчетвером вот составляли документы, вычисляли площади, описывали границы, согласовывали. Там огромная работа, наверное. Огромная работа в течение 2 лет. Ну и вот оно закончилось где-то в пределах 95-го года.
где-то в начале года. И директором должен, уже постановление в феврале вышло, создание первого национального парка Ленинской столбы. 13 февраля 1995 года. И директором должен был стать Руслан Николаевич Платонов. Ну, он отчитался перед министром, и все, и как-то так это. Голову даже не беру. И меня это был где-то начало апреля. Директора пока нету. Меня вызывает Василий Гаврилович и говорит: едешь директором национального парка Ленинский столб. Я говорю: с какого боку? Я не поеду, тут неплохо мне работается. Я сказал: едешь. Или мы тебя увольняем. Жестко. Жестко. Я говорю: как это увольняете? На каком основании? Он говорит: найдем. Думай. Все, дается 3 дня. А Руслан Николаевич? А Руслан Николаевич пойдет замом. А, да? Да. Я говорю: почему его не назначаете? Ну, он, не пойдет. Не стал объяснять причину. Ну, все. Я думаю: ладно, 3 дня думаю. Ладно, а что я теряю-то? Поеду. Я-то потеряла много. Я с государственной службы ушла В поле, да? в поле, да, как бы, не в государственную службу. И зарплата была, ну, будем говорить, ну, если 2 раза меньше, это. Ничего себе. Да, вот так вот. Ладно, говорю, пойду. Ну и все, с песней ехала туда. Ну, то единственное, что поближе к родине, да? Да, как бы, да. Ага, даже в голову не беру, что я ушла с государственной службы на маленькую зарплату, да. Голову не беру, прямо такая воодушевленная, схватила чемодан, бумаги какие-то и поехала. Все. Вот таким образом это апреле месяце появилась Покровская. Ну, в общем, приняли земляки меня неплохо. Ну и вот так начал работать директором национального парка Ленинский столб. Он тогда национальным назывался, не природным, национальным. Это в 2005 году, когда приводили в соответствие с федеральным законом, он стал природным, а до этого был он национальным парком Ленинский столб. Вот так, ага. И отработала, в принципе, 17 лет. 18 сезонов, 17 лет. Ну, я услышал много хорошего о том, что в это время было очень много построено, да? Очень много было техники там вами приобретено. То есть материальную базу вы там хорошие просто. Хорошая была, да, но времена какие тяжелые были. Когда я приехала в 95 году, мы полгода зарплату не получали. Полгода. И мы выживали тем, что в магазине брали в долг продукты. Там такой огромный список был, там записывали против фамилий, там, сколько-то сахара, сколько-то там крупы взяла, да, купила. А потом, когда зарплата придет, туда отчисляли. Для бухгалтерии какая работа, это же шутка. Потом, значит, помогали земляки. Вот. На мукомольном заводе вот, Киприянова Капитолина Петровна работала, моя родственница. Она нам бесплатно давала муку. Тогда мукомольный завод был. Муку бесплатно давала. И мы мешочками делили между собой в парке. Ага, потом, как могли, поддерживали вас, да? Да, потом, значит, маслозавод давал масло. Тоже бесплатно давали. Ничего себе. Ну, за это куда-то там съездить, отдохнуть типа. И мы это масло делили между собой. Ой, тоже как тяжело было, наверное. Потом работами, значит, рыбачили сами. Это в сентябре месяце поднимались повыше, рыбачили, и эту рыбу делили между собой. Вот таким образом выжили. Выживали просто. Выжили. Вот рассказать кому-то вообще. И в то же время работали. Ну да. Высокий уровень же был. Техника была самая такая примитивная. Это нептуны. У нас было, мы первые 4 нептуна купили в 95 году. Такие радостные были. А корпуса мы свои. Это старые казанки. Свои привезли. У меня казанка была старая. И был ветерок. Привезла с собой. Вот. Потом это в парке исчезло. Счастливо. И вот так ездили, работали. Вы, Данила, вы довольно-таки принципиальный, честный, открытый человек. Вот. Я не знаю, вот, но рассказывали, что вы были
чтобы охраняли природу, ну, вот, довольно-таки иногда радикально. Я вот, насколько Ну, это правда или нет, но был. были летательные аппараты, которые Да. пытались защитить, и там человек на вас очень похожий стрелял. Ну, был случай. Да? Ну как, летал постоянно вертолет Ага. на бреющем полете. А притом, значит, появлялся над ботами и поднимался вверх по ботам. Чё там? Явно охотник, да? Ну, что они там делали, не знаю, но охотник, да. Ага. Не буду называть эту фамилию, она известна всем. Ну ясно. Громкая фамилия. Ага. Ну, в Маганский аэропорт приехали, пытались там остановить как-то, но не получалось. Ну, летает. Ну, в один прекрасный день, значит, легла и из карабина. С карабина. Ну, не попала, конечно, Ага. но тем не менее. Меня вызывает министр Алексеев, злой, и говорит, пиши, говорит, это, Объяснительно. объяснительно. Я говорю, почему? Ну, позвонили. Я говорю, пусть напишут. Пусть напишут. Я напишу. Что они в запретной зоне. Пусть признается, да? Да. Что, на чем летали, кто и что. Я напишу объяснительно. А так, что, звонок? Я не буду писать. На этом закончилось. Человек не написал. И больше не летает. Пока я работала, не летает. Но был, говорят, очень сын рассказывал, курьезный случай. Это в Министерстве строительства работал, Ага. начальник управления строительных материалов. Ну, какой-то там мынях был. И вот тут, значит, группа молодых людей стоят и разговаривают. Сын там был, ага. Какая-то там бабка бешеная бегает, стреляет. А он говорит, это моя мама была. И говорит, через 3 минуты около меня, говорит, пустыня, никого нет. Все были шокированы, значит. Ну, видимо, испугались. Ну вот видите, человек от всего сердца стоял на страже природы этого национального парка. И ну, по поступкам видно, что человек от всего сердца это делает. И не за какие-то большие, огромные деньги так, оказывается, конечно. получилось. Да? Да. Это просто такое отношение. Я же вам показывала пенсионную книжку. Ушла на пенсию 1800 рублей. Да. Смешно же. Ну да. Угу. Сейчас Любовь Даниловна у нас член многих общественных организаций. Вот она тоже сопредседатель нашей республиканской общественной организации «Защитим природу Якутии». Помогает нам всегда во всех экспертизах. Кстати, общественная экспертиза по АМГе при вашей поддержке же делалась. И отрицательное заключение, Любовь Даниловна как раз вот в этом, она была членом этой комиссии, Да. и писала отрицательное заключение, которое, в принципе, могло бы, да, остановить, но на каком-то этапе его не рассмотрели, да? Нет, На втором. рассмотрели. Сейчас идут суды. И вот мое заключение там Фигурирует, да? Фигурирует, Вот все-таки оно сыграло. Имеет вес, да. Ага. Да. В самом начале просто оно Да. как будто бы некоторые пункты из них выполнили, а часть не выполнили же, да? Ну, я так думаю, что исполнитель Маслобойников увидел вот это вот заключение, и он сам был наверняка как бы ошарашен. Чтобы это все выполнить, ему же надо экспедиционно туда выехать. Это очень серьезная работа. Да, серьезно. То есть на туре он должен исследовать краснокнижные виды растений. Там растет, значит, горес Амгинский. Вот я в этом году сделала. Дудоплодник, потом дудоплодник сибирский растет там, да. Берета. И, кроме того, значит, рябинокизин Позднякова там растет. Ну, много там видов краснокнижных. И ему надо натурально это исследовать же, надо экспедицию создать. Это же недешево тоже, как бы, да. Потом есть, значит, краснокнижные виды и бабочек, и пернатых там много, хищных птиц тоже надо обследовать, тоже экспедиция нужна. Это во-первых. Во-вторых, вот самый серьезный вопрос там мерзлота. Ну, где-то можно рубить. Это не говорит о том, что нигде не должны рубить. Конечно, да. Да, с условием сохранения вечной мерзлоты. Особенно на склонах, я так понял, опасно, да? Ну, должны сделать
исследование, бурение сделать, исследовать саму мерзлоту и гидрологию, где залегает это воды надмерзлотные, межмерзлотные, подмерзлотные. И если эта мерзлота начнет таять, что будет? Но есть, значит, участки, где более благоприятные условия, где можно, значит, заготавливать лес. Да. Но в данном случае этих исследований не было сделано. То есть не было сделано, и просто вот по регламенту, который определяет вот эту территорию к вечномерзлым грунтам, есть регламент лесного хозяйства, там просто сказано, да, но там масштаб очень большой. Его же надо еще делить на более мелкие и делать исследования натуральные, что не было сделано. И еще участки местами обремененные, там есть охотпользователи. Да, КМНСники. КМНСники, охотпользователи, с ними не была проведена работа никакая. И вот, а это была обязанность маслобойников? Ну, тут, значит, по законам экспертизы государственной должно быть так. Обременение иногда делает сам этот заказчик. Вот. Но и во время исполнения проектных работ обременение выявляет и сам исполнитель. То есть тут обоюдо. То есть и маслобойников, и министерство? Да, обоюдо такое вот. Оба должны были, по идее? Да, оба должны были, по идее. А вот у меня такой вопрос. Я когда вот ездил в экспедицию, да, и, ну, прямо все заснял даже по координатам, вот, где мы вот краснокнижных растений фиксировали, да, и там деревья, таких вот больших деревьев нет. Там максимум вот такое дерево, и то оно одно, так вот смотришь, и оно единственное вот где-то вот на виду. То есть там редколесье, там такие тонкомеры, и как они вот такие леса мы в аренду? Надо учесть то, что там же дорога проходит, Аямовская, вот в районе Верхней Амги. И там еще, начиная уже с 40-х годов, строили дорогу, Неверскую дорогу, по которой прошла Аямовская дорога. То есть лес-то рубили в Верхней Амге 40-х годов. И какой он такой вот лес-то будет? Там тонкомерий появился. Вот. То есть рубили, начиная с 40-х годов, потом, значит, начали рубить и уже последующие годы. А вот вглубь, если вот идти вот тех вот участков, которые планировали, вглубь по дорогам идти, там надо смотреть, какой лес стоит. Но они сделали съемку, аэросъемку, космическую съемку, а натурных исследований не было. И поэтому запасы не определяли по ГИС-системе. И потом должны... Не выезжая на место, да? Да, там должны были выехать на место, экстраполировать, экспедиционно это все уточнять, выявлять, да, вот так вот, да, что не было сделано. Это все вот глюки самого проектного института. Они из Москвы сидят и делают. Ну да. Да. И вот в районе Верхней Амги там растет вот горе Самгинский. Я это в 79 году работая, в 80-м году работая в Обществе охраны природы, его сделала памятником природы ботанического характера по рекомендации Института биологии, по рекомендации Перфилии Валентиновны, она такая была геоботаник. И мы постановление правительства вынесли. Я поехала туда в 80-м году, в августе месяце, и прямо ногами обошла вот это вот, где растет этот горец, это устье реки Буяга, и вот это определила вот эту территорию, документально все это оформила, и вот вышло постановление правительства. Но это как памятник? Природа ботаническая, да. Официально также? Официально в 80-м году постановление правительства вышло в мае месяце. А об этом министерство сейчас забыло? Или... Ну, потом в реестре его нету, особо охраняемых территорий. Я обращаюсь, значит, в министерство, а где? А где оно? Я решение правительства вынесла, и вот когда экспертизу делала, я это решение и включила. Хотя оно было, это растение было включено в Красную книгу Якутии, Красную книгу Российской Федерации. И там прямо написано,
памятник природы ботанического характера. И никто не озадачился, ни институт биологии. Еще он эндемик же. Да, и не Министерство охраны природы. И я в этом году, значит, подняла это постановление, сделала, значит, паспорт этого объекта, сделала охранную грамоту и обратилась в департамент биологических ресурсов, они что включили вот реестр особо охраняемых природных территорий. На что они мне ответили? Его нет в реестре. То есть нету, и значит нельзя включить, что ли? Так поэтому и просите включить, потому что его там нет уже. Ну потом, после некоторых перипетий, они включили. Все-таки да, включили приказом министра Сахамина Милановича. Он включен в реестр особо охраняемых природных территорий. Но дело в том, что это было выявлено в 80-м году, но экспедиция вот эта Федорова Аполлона, ну, да, вот как раз ездили, и его выявили и под мостом. То есть с правой стороны моста вы нашли его еще, да? И сейчас должно было быть расширение границ памятника. Да. Должно быть, Но это должно делать само Министерство охраны природы. Но будем настаивать опять? Но поскольку туда была экспедиция, 2 раза экспедиция Департамента биологических ресурсов и Института биологии, это 14 и 15, 16 годы, 2 экспедиции было. На основании вот этой работы они могли бы сделать расширение границ памятника природы, паспорт, который я сделала. У нас все там, видеофиксация, все это есть, да, координаты там, все это тоже. Ну вот этот Федоров должен написать грамотное письмо Министерству о расширении границ. Хорошо, тогда. Вот так вот, да. Здорово. А вот сейчас город, все-таки вы человек, который стоял на страже именно города же в свое время. Да. Сейчас вашими глазами, как вам кажется, окружная администрация достаточно ли уделяет внимание защиту экологии, защиту природы? Ну, спустя очень много лет я вернулась в город, спустя практически 25 лет, наверное, и обнаружила некоторые нюансы, которые говорят о том, что в городе Якутске охрана природы стоит не на очень высоком уровне. Мягко говоря, да? Мягко говоря. И в прошлом году я являюсь членом Общественно-экологического совета при Министерстве охраны природы. Вы тоже являетесь. Мы вместе, да? Да. Мы 2 раза рассматривали город Якутск на эту тему. И, вы очень строго к нему. Да, очень строго относились, но, к сожалению, ни мэр Аксентьева, ни заммэра не пришли на это заседание. Отправляли, значит, как бы начальника отдела по развитию территории, так я поняла, да? И тогда мы выяснили, что нет концепции охраны природы города Якутска, нет дорожной карты, нет мероприятий по охране природы города Якутска, вообще ничего нет. Оно как бы распылилось по каким-то отделам, все такое. Но надо учесть то, что в город Якутск сейчас вот проживает более 300 000 человек. Это большая часть якутского народа. Это генофонд якутского народа. И от охраны здоровья, значит, этого генофонда зависит будущее якутского народа. И когда, значит, тут грязный воздух, не очень хорошее состояние, будем говорить, озер пригородных, не очень хорошее состояние самой реки Лены под городом Якутска. И это уже становится национальной проблемой. И его надо решать на национальном уровне уже, эту проблему. То есть это уже перестает быть проблемой одного города? Да. Это как бы Проблема более высокого уровня. Всего народа Саха, да. Ну и вообще интернационального нашего народа да, Республики Саха-Якутия. Саха-Якутия. Поэтому надо к нему подойти на национальном уровне более, будем говорить, организованно, более внимательно. Учтите, что в городе Якутске ни одной особо охраняемой природной территории. Ни одной. То есть ни одного уникального озера, ни одного памятника природы. И вот смотрите, эта долина вот, стоит вот как бы между 3 точками. Это Табагинский мыс, Чочурмура и Кангаласский мыс. Вот этот вот треугольник. Это долина Туймада.
Сама природа определила. И вот эти места, вот Табагинский мыс, Чочурмуран и, допустим, Кангаласский мыс, это сакральные места. Кроме того, что они могут являться памятниками природы, это сакральные места. То есть эта сакральность их никто не отрицает. И поэтому вот эти три точки должны, этой местности должны тоже охраняться на государственном уровне. А что мы видим? Ну там все загажено. Да. Загажено, конечно. Прошлый год я несколько раз была на Табагинском мысе, но извините. Да, там очень популярное место, к сожалению, и это место отдыха не всегда культурных людей, Да, не всегда любящих природу. Дело в том, что тут должно работать Министерство предпринимательства и туризма Высоких, Ирина, да, допустим. Не обязательно там делать государственную структуру какую-то, да. Его определить как сакральное место, его определить как место отдыха граждан и привлечь к этому малый и средний бизнес. Правильно. Через оказание услуг. То есть тут не надо быть семи пядей во лбу. И через оказание услуг на этих территориях создать комфортные, нормальные условия для отдыха граждан. Пусть люди зарабатывают, да, и при этом обеспечивают порядок, чистоту. Да, чистоту и сакральность. Для того, чтобы сохранить и для будущих поколений. Вот тут семи пядей во лбу не надо быть. Только надо это можно воспринять уже как совет вновь избранному. Я ему говорила. Это была встреча, когда он кандидатом в мэре был, Лиги женщин, я говорила это. И говорила про зеленый луг. Он мне сказал, что меня пригласит, и будет более детальное обсуждение вот этих проблем. Ну вот надеемся, что скоро он нас пригласит жду, все-таки. что Напоминаем. Не только меня, но и общественность. И мы могли бы обсудить вот эти темы. Кстати, да. Да. И вот, что бы еще вы посоветовали? У нас вопрос и с городским полигоном. Городской полигон я экспертизу делала, посмотрела. И когда общественные слушания были, я свое мнение высказала. Но дело в том, что вот тут самая большая проблема – это земельные вопросы. То есть это 26-й километр входит как сельхозугодие городского округа, а 27-й километр не входит в земли городского округа. Федеральные, да, да, федеральные земли. Гослесфонд. То есть вот этот вопрос должны решить очень быстро. То есть перевод этих земель с Гослесфонда на земли промышленного и иных там. И получить вот это вот разрешение, и проект уже закончен, и начинать работать с этим полигоном. Насколько я знаю, работа такая в прошлом году, по-моему, велась. Наши специалисты выезжали в Москву. До конца не довели. Видимо. И закрыть старый полигон и начинать его рекультивацию. Для того, чтобы таких пожаров, как в этом году было, не повторялось. Ну вот так. И проблема еще вот в плане того, что городские леса, которые находятся внизу, они без хозяина. То есть за лесхозом прикреплены леса зеленой зоны, которые находятся наверху, на горе, вот которые, да, вот будем говорить. А вот нижние леса, которые в долине Туймады находятся, они хозяина не имеют. То есть можно его как бы выделить под дачный, под рубку для какой-то дороги, которые может быть или может не быть. Поэтому вот должен быть хозяин, или это должен быть природный парк, как я говорила, или же это должна быть лесопарковая зона, о котором очень много лет говорят, и ничего не делается. Лесов-то не осталось практически. А что вы думаете все-таки о... Ну вот я мечтаю, чтобы город Якутск был городом зеленым, городом цветущим. На этот вопрос я бы сказала не очень в такую сторону, зеленым, да. Все-таки это город северный. Это город, будем говорить, находится в экстремальных условиях. И практически 9 месяцев это зима.
И мы должны думать о зимних, будем говорить, ландшафтах, о зимних, будем говорить, территориях, где можно было бы комфортно, нормально, в зимнее время людям отдохнуть, людям выходить на это. То есть вот этот вариант никогда не рассматриваем. Да, мы только живем от лета к лету. Да, вот смотрите, город Харби. Он не зимний город, он, в общем-то, летний город. Но тем не менее, на реке Сунгари что делают? Видели? Нет. Огромные снежные города. Это там и Эйфелева башня, там и Кремль стоит, да. Там и, в общем-то, все объекты мирового масштаба в снежном варианте сделаны. Почему нельзя сделать у нас то же самое? Вот здесь в втором микрорайоне делается, но в более расширенном варианте. Почему нельзя сделать? Тогда это могло бы привлекать и туристов? И туристов, и для обычных горожан. Почему нельзя делать во дворах, как раньше делали, золотая шайба, вот такой вот. Коробки вот эти хоккейные? Коробки хоккейные для детей. Заливать катки? Катки. Но все-таки лето наступает, поэтому летом тоже должны что-то делать. Но озеленение, которое мы сейчас вот делаем, оно как-то хило, худо, бедно. Но можно сделать и, допустим, озеленение цветочное, озеленение лужайковое. Вот такие вот озеленительные работы можно сделать. Вот цветочное озеленение во всем мире играет очень огромную роль. Вот на это упираться надо, вот, делать вот в этом направлении большое движение, допустим. Ну вот сейчас вот цветами украшают, уже движение пошло как бы, но более таком сильном варианте сделать можно. И тут тоже надо привлечь средний и малый бизнес. Ну вот по проспекту пройдитесь летом, да? Ну да. По проспекту. Там, значит, сидят магазины частные, кафешки какие-то. Но почему эти женщины сидят? Ну извините, ну ты выходи, посади в вазон цветы, убери около своего вот этого крыльца, убери вот это вот, как его, сорняки, посади цветы, ну не на земле, а сделай вазоны на разных уровнях, посади ампельные цветы. И это должна сделать вот это вот частный и средний бизнес, а должны требовать административная комиссия города Якутска. Не делаешь ты озеленение в таком варианте, освобождай место, другие придут. Вот в таком характере надо делать. Почему нельзя там сделать какие-то фигуры хорошие, какие-то там скамеечки, чтобы человек сидел, отдыхал, вечером вышел там, да. Можно же сделать. Можно. Да. А почему это не делается? Тут весь проспект в частном бизнесе. Поэтому тут мэрия должна работать. Улица Женикезя, улица Петра Алексеева. А вот то, что мэрия сама делает, она делается. А вот частный бизнес молчит. Сидит. Эти женщины такие важные, крашеные сидят. Ну ты выйди, поднимись, а. Сделай для города что-нибудь. Ну, Так. я надеюсь, что нас увидят и предприниматели, и, возможно... Ну, не знаю. Скажет, Возможно. сидит бабка, рассуждает. Вот. Могут сказать. Вот. Что бы вы посоветовали при воспитании молодого поколения? Все-таки будущее это наша природа, это, как говорится, да, взаймы, взятые у наших детей, наших внуков. Это не то, что нам досталось от старшего поколения, да, а это, скорее всего, то, что мы берем взаймы у своих детей. Вот. Ну, я вот бываю в комиссиях, когда подводятся итоги чтений, шаг в будущее, допустим. Да. Ребята очень много делают. То есть такие проекты есть, иной раз удивляешься, как это ребенок додумался до этого. Вот в центре вот, творчества есть кабинет биологии. Вот позапрошлом году я была в комиссии, заслушивали доклад. Один мальчик там сделал доклад о космическом загрязнении. То есть вот мы выпустили там ракету, выпустили еще что-то, и через некоторое время она отработала и забылась. А оно-то вот так вот вращается, и происходит загрязнение космического пространства. Это ребенок делает такой проект, Ничего себе, вот защищает.
И вот таких вот ошеломляющих проектов по переработке вторичного сырья, по озеленению города, по очистке городских озер. Очень много проектов. То есть молодежь пошла такая очень умная. И вот наша задача, наша задача их поддерживать, продвигать вот эти проекты в жизнь. И тогда я думаю, что будущее в руках у молодежи. Кстати, вы дали мне идею, я могу пригласить сюда какого-нибудь молодого эколога, ребенка, и послушать о его проекте. Да, и этих проектов, вот этот парень, вот пригласите, который вот делал космический вот этот проект. Как его зовут? Потом я спрошу тогда. Руководителем работает Протодиаконова Нюргиана Ивановна. Вот у нее можете взять. Но у нее много проектов. Нюргиана Ивановна, если вы нас видите, пожалуйста, выйдите на меня, и давайте тоже с ним такой вот... Сотрудничать, работать, Здорово. Вот все-таки сейчас население, оно полностью загружено в том, чтобы заработать денег, прокормить свою семью, там, не знаю, не потерять работу или найти работу, или там что-то еще, где-то поддоработать, да. И люди просто забывают, иногда хотят отдохнуть, выезжают на природу, так называемую, да, там, разжигают костры неумело, оставляют после себя мусор, просто там, как в детстве там срывали подснежники в большом количестве, да, вот. Какие-то вот пожелания есть для наших зрителей? Я бы хотела сказать, чтобы горожане берегли природу, а вот государственным структурам, общественникам чаще выходить на телевидение, газеты, объяснять, говорить. И я думаю, что общественникам даже можно сделать и патрулирование во времена массового выезда людей на природу. И хотелось бы в завершение сказать: любите и охраняйте природу. Это наше единственное богатство. Алмазы, золото, нефть, газ – это не наше богатство. Оно приходит и уходит. Деньги шуршат, уходят, не оставляя ничего. А природа – это наша мама, наша мать. И мы должны ее любить и охранять. Вот мое, так сказать, мнение. Замечательные слова для завершения нашей встречи. Я хочу еще раз поблагодарить, Любовь Даниловна, за ваш визит, за то, что вы сегодня много рассказали. Возможно, мы еще когда-нибудь с вами встретимся. Да. И пожелать вам крепкого здоровья, чтобы все у вас получалось, все ваши проекты обязательно выстреливали, доходили до завершения, чтобы у вас было очень много сторонников. Я очень счастлив, что с вами в одной организации, что вы нам всегда советуете. Мы к вам обращаемся за поддержкой, вы нам всегда отвечаете, значит, взаимностью. Желаю вам всего-всего самого хорошего. Спасибо большое. Спасибо.